Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 72 новых случая COVID-19. Информация об эпидобстановке. Заявление на компенсацию для дольщиков компании «Семир». Открыта запись на получение возмещений. Чемпионат Кейс-Ин. Алроса направила 2 миллиона рублей на поддержку проектов будущих геологов и горняков. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 72 новых случая COVID-19. За весь период распространения зафиксировано 2380 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки 72 случая зарегистрированных. Из них максимальное количество – это опять город Якутск, 64 случая. 3 случая – это Намский и Алданский район, и 2 случая – это город Мирный. Всего у нас проходит стационарное лечение и амбулаторное свыше 1000 пациентов. Максимальное количество, конечно, это город Якутск. К сожалению, сегодня зарегистрировано 12 случаев подтвержденных коронавирусной инфекции у умерших пациентов. Значит, наибольшее количество у нас сегодня поступлений, в том числе и по деткам. Сегодня они уже составляют порядка 40%. Нас радует, конечно, что они являются бессимптомными, но тем не менее они являются, я еще раз подчеркиваю, это источником переноса инфекции. За прошедшие сутки выписалось всего 100 человек из наших стационаров. Если на территории Мирнинского района ранее случаи инфицирования были связаны с приезжими работниками, то сейчас коронавирус выявлен у местных жителей. Так, на карантин закрыты гостиница «Зорница», детский сад номер 8 и общежитие на Амосова 28 со всеми его жителями. В связи с этим мне хотелось бы еще раз обратиться к жителям Мирнинского района, в первую очередь жителям города Мирного, о соблюдении необходимого режима полной самоизоляции, повышенной готовности, соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Сегодня у нас открылась также паромная переправа, то есть завтра официально на реке Малая Бытообия на федеральной дороге Вилюй. Вы знаете, что в этом году по решению оперативного штаба района по просьбе задержка была у нас понтонами. Сейчас они установлены, дорога открыта, поэтому мне бы хотелось бы еще раз призвать всех жителей Мирнинского района, если вы ждете кого-то в гости, особенно из города Якутска, понимайте все риск и опасность того, что к вам могут приехать и вас заразить. Кроме того, сегодня очень обеспокоены жители Айхала и Удачного, потому что они боятся уже тех людей, которые приедут к ним в гости из Мирного. И поэтому сейчас администрация муниципального образования поселок Айхал и город Удачный принимаются тоже необходимые меры по контролю пассажиров, которые будут ехать из Мирного в эти населенные пункты. В выходные в столице республики проведут санитарную обработку. С 6 по 7 июня приостанавливается работа общественного транспорта для дезинфекции. В воскресенье во всех предприятиях и организациях будет организована санобработка. Также приостановят работу магазины непродовольственных товаров, оптовые базы. Магазины продовольственных товаров закрываются с 16 часов по якутскому времени 6 июня до 8 утра по местному времени 8 июня. Отмечается, что городской парк также будет закрыт для посетителей. О ситуации в Алдании готов рассказать наш корреспондент Руслан Павлов. В Алданском районе ситуация с ковид стабильно напряженная. Напряженная она от того, что ежедневно поступают в обсерватор и в инфекционное отделение больницы подтвержденные положительные случаи заболевших коронавирусом с участков производственных компаний. Оперативную обстановку нам расскажет глава оперштаба, глава района Северин Поздняков Северин Николаевич. Но вот что с этим делать все-таки нам? Ну, я считаю, что те принятые меры, я имею в виду Роспотребнадзором здравоохранения Алданского района, на тех участках, на которых выявили больные, они приносят свои результаты. Почему? Потому что часть больных была обсервирована, часть изолирована, и, соответственно, те поступающие больные уже в ковидный стационар, они идут уже не с участков, а идут уже с изоляции. Вот. И, соответственно, их смогли оттестировать. Более того, сейчас развертывается на
участке Нижнекокитским развертывается тоже лечебное учреждение силами Алданской центральной районной больницы, силами Роспотребнадзора, силами, так сказать, самого горнодобывающего предприятия. И я думаю, что вот эти все вот меры позволят как раз локализовать эту, так сказать, эту вспышку и ее, так сказать, благополучно из нее выйти. Что касается других золотодобывающих предприятий, то с ними мы тоже работаем. Там, где есть разовые случаи, проводится дезинфекция. Также отрабатываем постоянно с Министерством промышленности Республики Саха-Якутия для того, чтобы все золотодобывающие предприятия, ну и не только золото, вообще добывающие предприятия на территории Алданского района, они все, во-первых, соблюдали нормы, предписанные Роспотребнадзором, и те проверки, которые мы проводим совместно, Роспотребнадзор, прокуратура и другие, чтобы они обязательно выполнялись. И как раз вот эти комплексные мероприятия позволят нам не допустить таких неконтролируемых взлетов заболеваемости. Но тем не менее напряженная ситуация сохраняется. В стационаре находится 50 человек больных с коронавирусной инфекцией. Ежедневно, ну, не сказать, что много, но тем не менее по 2, по 3 человека идет, но и столько же мы выписываем. Поэтому где-то в среднем мы на такой цифре пока задержались. Ну, конечно, надеемся на то, что, как я уже сказал, принятые меры приведут к спаду заболеваемости. Ну, стали вот появляться случаи в Томоте, да, как там обстановка? В Томоте единичные случаи выявляются, то есть был один контакт, с него выявляются его контактировавшие, они тоже своевременно, анализы у них проведены, и они, часть из них изолирована, часть, те, которые заболели, конечно, помещены в стационар. Вот такая ситуация у нас перед грядущими выходными днями, мы следим за развитием событий. 56 миллиардов рублей выделит правительство на дополнительные выплаты потерявшим работу россиянам на несовершеннолетних детей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в Москве. Таких людей в нашей стране чуть более 1,9 миллиона человек, отметил глава Кабмина. Вопросов социальной поддержки людей, доходы которых заметно снизились из-за экономической ситуации, сложившейся во время распространения коронавирусной инфекции. Среди них граждане, у которых родился первый ребенок, в том числе неработающие мамы, а также те люди, которые оказались временно нетрудоспособны, и те, кто были уволены из-за ликвидации организации, где они работали. Чтобы обеспечить уже с этого месяца двукратное повышение размера выплаты им государственных пособий по уходу за первым ребенком, выделяем из резервного фонда правительства более 8 миллиардов рублей. Также правительством был принят целый комплекс мер, в том числе увеличен максимальный размер пособия по безработице, причем всем, кто был уволен и признан безработными, с 1 марта пособия за апрель-июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере. Также потерявшим работу родителям установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Якутяне, как и сотни россиян, стали заложниками авиакомпаний. Многие до сих пор не могут вернуть деньги за авиабилеты и турпутевки. Заявление на возврат денег многие написали еще в марте, но ВОЗ, как говорится, и ныне там. Что предлагают взамен сами авиакомпании? Есть ли шанс у населения вернуть свои кровно заработанные? Знает Ульяна Шагина. У жительницы поселка Батагай Верхоянского района Лены Неустроевой оказался веер билетов сразу 2 авиакомпаний – федеральный С-7 и региональный Якутия. Из-за пандемии поездку семья Неустроевых решила отменить. Заявления на возврат денег были написаны сразу, но проблему так и не удалось решить. Авиакомпания Якутия, вот номер 49 12 41, телефон не берут. Я даже могу сейчас тоже вот на громкую связь включить. 49 12 41. И не ответят. Из-за пандемии пассажиропоток как в региональных, так и федеральных авиакомпаниях заметно сократился. Чтобы не выводить средства из собственного оборота, авиаперевозчики нашли мгновенный выход. Многие просто перестали возвращать клиентам живые деньги, но вместо них одаривать ваучерами в счет будущих перелетов. Вот как эту ситуацию прокомментировали нашим федеральным коллегам представители Аэрофлота. Постоянные траты никуда не уходят. Это и поддержание парка, и лизинговые обязательства, и техническое обслуживание. В связи с этим мы предложили пассажирам возможность сохранить свои деньги за перевозку и переоформить билет бесплатно на любую дату до конца года. Ну а сейчас в условиях высокой загрузки контакт-центра мы пришли к выводу, что необходимо создать простой и удобный инструмент переоформления билетов. Ваучеры или сертификаты?
Это электронный документ, в котором хранится возвратная сумма авиабилета. Авиакомпания зачисляет деньги на ваучер пассажира, который он может использовать на будущие полеты. Обналичить или каким-то образом получить эти деньги на руки нельзя. Новая мера получила массу отрицательных отзывов среди клиентов. Эксперты же советуют сделать акцент на изучении всех предлагаемых авиаперевозчиками документов, тем более если речь идет не об основных авиакомпаниях, а коммерческих, или же поездка является зарубежной, так как здесь в разы возрастает риск остаться ни с чем. То есть нужно четко понимать, на что у вас ваучер. Ваучер у вас на сумму, на маршрут, на определенное направление. То есть можете ли вы по этому ваучеру купить билет в другое место, да, то есть не факт, что вы через полгода захотите лететь там в Санкт-Петербург, а не в Новосибирск. Это все нужно изучить и посмотреть для себя. То есть если вам сейчас все-таки вы понимаете, что стоимость билетов возрастет и вам нужнее вернуть деньги, то не нужно вести переговор с авиакомпанией, четко нужно оставить, что есть форс-мажорные обстоятельства, то есть вы попали именно в карантин, в связи с этим не могли выехать, вы просите вернуть именно деньги. В авиакомпании «Якутия» вернуть полную стоимость билета можно только в том случае, если вылет и прилет относятся к периоду с 18 марта по 30 апреля, вне зависимости от даты приобретения. Что касается остальных авиапокупок, можно опять же получить ваучер к возвратному билету на всю сумму или же с удержанием на невозвратные билеты в зависимости от суммы билета. Предлагают авиаперевозчики и другие варианты. У кого-то это бонус в процентах, если пассажир соглашается на возврат денег в личный кабинет. Как вариант, однократное изменение даты вылета или маршрута с доплатой разницы перевозки. Озлобленные клиенты даже начали массово обращаться в банки за процедурой чарджбэк. Это списание денег со счетов поставщиков услуг принудительно. По мнению экспертов, и здесь есть довольно большой риск, что операция затянется на долгие месяцы. Получается, что банк остался последней инстанцией, которая может вернуть деньги, потому что сумма большая, 3 авиакомпании больше 100 тысяч рублей. В ином случае придется уже обращаться напрямую в суд. Между тем, в сети появляются сообщения от федеральных банков о мошеннических действиях, связанных с ваучерами на авиабилеты. Операция связана не на обналичивание ваучеров, а на то, чтобы вытащить из человека данные его банковской карты. В любом случае нужно вести диалог только с официальными структурами и фиксировать каждую переписку, советуют юристы. Чтобы минимизировать собственные риски, а в случае обращения в суд у вас на руках будут хоть какие-либо доказательства на бумажном носителе. Ульяна Шагина, Владимир Борисов, Якутск. Между тем, авиакомпании «Якутия» на сегодняшний день принято к возврату 16,5 тысяч билетов на сумму 170 миллионов рублей. Напомним, согласно указу главы республики, возвратить билет любого вида обратно без штрафов и сборов можно только в том случае, если билет приобретался до 18 марта этого года включительно, с датой вылета в период с 17 марта по 30 апреля этого года. Кроме того, авиаперевозчик прекратил осуществлять возврат средств за билеты по невозвратному тарифу. По возвратным тарифам штрафа можно избежать, если оформить ваучер. Ваучер может быть выдан и использован пассажирам при прямом обращении через колл-центр авиакомпании «Якутия», либо по подаче заявления на электронный адрес авиакомпании. С 5 июня ваучер может быть использован в том числе и на членов семьи пассажира возвращаемого билета. Глубина продажи авиабилетов не ограничена и может быть использована в течение срока его действия 1 год с момента его оформления. Если стоимость номинала ваучера выше стоимости приобретаемого продукта, то разница может быть использована при следующей покупке. Для дольщиков компании «Семир» открыта запись на получение возмещений. Банк Дом.РФ открыл прием заявлений от включенных в денежный реестр на получение компенсаций. Напомним, в ноябре 2019 года было принято решение о нецелесообразности достройки дома номер 1 компании «Семир» и выплате компенсации дольщикам. В декабре того же года 99 человек из имущественного реестра застройщика получили свои деньги. Вопрос выплаты компенсации остальным дольщикам, состоявшим в денежном реестре, затянулся в связи с дополнительными процедурами по проверке договоров и расчету размера компенсации. В ближайшее время 43 дольщика получат компенсации.
9 природных пожаров общей площадью 23 тысячи гектаров действуют в республике. С начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрирован 81 природный пожар. За минувшие сутки возникло 5 возгораний, 2 было ликвидировано. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. На тушение пожаров за сутки было привлечено 92 человека и 15 единиц техники. Паводковая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом. Реки Лена, Индигирка, Колыма, Оленек, Яна и Алазея вышли в устье. Угрозы подтопления для населенных пунктов и объектов экономики нет. Для всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Якутии готовят 799 избирательных участков. Из них 791 постоянные, 8 временные. Это 3 участка на полярных станциях, 3 в горнодобывающих предприятиях, 2 в крупнейших медицинских учреждениях республики. Всего участников голосования, членов комиссии, наблюдателей обеспечат средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками и санитайзерами. Кроме этого, помещения для голосования будут регулярно дезинфицироваться, подвергаться санитарной обработке. В целях нераспространения коронавирусной инфекции принято решение организовать голосование в течение 7 дней. На мой взгляд, для благополучного формирования общества необходимо опираться на 2 фактора. Это наше прошлое и будущее. Наша страна богата своей историей, и новые поправки в Конституцию обеспечивают нам историческую правду. И это очень важно, на мой взгляд. И второй фактор, на который необходимо нам опираться, это, конечно, наше будущее, это наши дети. И Конституция нам гарантирует защиту детей, их безопасность, благополучное развитие. Поэтому я думаю, что эти 2 фактора очень важны для нас. Помимо этого, хотелось бы сказать, что очень важно сохранять культурное достояние. Об этом в Конституции тоже внесены несколько новых поправок. Поэтому я считаю, вот эти вот изменения, они необходимы для дальнейшего развития. Ну и хотелось бы мне обратиться, наверное, ко всем гражданам нашей страны, Якутии. Обязательно прочтите новые поправки, потому что от этого зависит наше будущее и основа всей нашей жизни. Алроса направила 2 миллиона рублей на поддержку чемпионата Case-In. Будущие геологи и горняки разработали кейсы для лучшей работы по уменьшению загазованности в карьере юбилейной. Вторые разрабатывали меры по улучшению алмазопоисковых работ. Можно ли применить на производстве решения, предложенные студентами, выясняла Альбина Шарафетдинова. Студенты российских и иностранных вузов разработали кейсы по улучшению алмазопоисковых работ в пределах участка Мархинский. Проекты будущие геологи представили на отборочном этапе международного чемпионата Case-In. На подготовку кейса потратили 10 дней. Он прошел в дистанционном формате. В финал вышли 3 команды, среди них студенты Российского университета «Дружбы народов». Благодаря анализу тектонической карты мы установили зону разлома, которая позволила нам определить перспективный район для поиска кимберлитовых трубок. С помощью карты аномального магнитного поля мы выяснили, что кимберлитовые тела располагаются на периферии кольцевых структур. Мы увидели, что кимберлитовые тела располагаются в зонах с пониженным электрическим сопротивлением. Наши методы, они применяются повсеместно в разведке и поисках. Мы просто решили воспользоваться им, так считаем, что он более перспективный. Задачи для конкурсантов международного чемпионата разрабатывали ведущие компании страны. Специалисты Алроса, например, создали инженерные кейсы для студенческих команд, горняков и геологов. Они же и оценивали работы студентов по направлениям горное дело и геолого-разведка. О прорывных идеях по итогам чемпионата сложно говорить однозначно, но отдельные команды показали высокий уровень интеллектуальной и технической работы. Безусловно, если дать возможность ребятам попробовать поработать на живых объектах Алроса, да еще и в общении с нашими специалистами, то их амбициозность, их стремление к новаторству, к внедрению новых технологий и, конечно, их потенциал принесут большую пользу геолого-разведочному комплексу компании. 2 миллиона рублей Алроса направила на поддержку международного инженерного чемпионата Case-In. Он входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Впервые Алроса стала партнером чемпионата в прошлом году. Тогда практику в компании прошли 11 студентов. Мы не сможем в этом году грамотно устроить стажировку или практику тех студентов, которые будут являться победителями. Тем не менее, мы очень надеемся, что эта пандемия закончится, и мы все выйдем
на привычный режим работы, и наши студенты, победители, смогут уже на практике показать свои интересные идеи, какие-то что-то реализовать, приехать к нам в Мирный. Впереди заключительный этап. Он пройдет осенью. Чемпионов студенческой лиги ждут льготы при поступлении в аспирантуру и магистратуру и шанс получить работу мечты. Альбина Шарафединова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.